Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. В начале коротко о главном. Наглядный урок безопасности. Полученный опыт будет использован для дальнейшего совершенствования противопожарной безопасности. В столичной школе номер 3 МЧС провели пожарно-тактические учения. Спуски и подъемы и легкое чувство тревоги. Средний вес такой сумки 15 килограмм. С таким грузом участники будут пробегать маршрут. Стартовал трейловый забег и Тумкали. Бегуны покоряют горные тропы. Борьба с аллергеном. Нельзя допустить, чтобы эта амброзия выросла более чем от земли 20 сантиметров. В Алханкале активно уничтожают амброзию. В Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации состоялось совещание рабочей группы по делам казачества. В мероприятии приняли участие представители органов власти, казачьих обществ, духовенства и общественных организаций. Основными темами обсуждения стали вопросы укрепления межнационального согласия, сохранения культурных традиций казачества, а также его роли в социально-экономическом развитии региона. Участники рассмотрели план совместных мероприятий на ближайший период, включающий культурно-просветительские проекты, патриотическое воспитание молодежи и развитие сотрудничества между казачьими объединениями и органами власти. По поручению помощника главы Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Махмудовича Дудаева сегодня прошло заседание рабочей группы по делам казачества. Председательствовал заместитель министра Абдуллагапов Джабраил. Сегодня обсуждались вопросы проведения мероприятий в области культуры, заключения соглашений с МВД Чеченской Республики, казачества. Все вопросы мы подвели, должное внимание получили. Как вести себя в экстренной ситуации? Сегодня ученики и педагоги столичной школы номер 3 узнали это на практике. Сотрудники МЧС устроили для них проверку боем, учебную эвакуацию и тушение условного возгорания. Смотрим, как это было. Сюжет Ахмеда Рамазанова. В общеобразовательной школе номер 3 города Грозного прошло пожарно-тактическое учение, призванное совершенствовать уровень межведомственного взаимодействия и боеготовности экстренных служб. Я считаю, что данные учения оказывают неоценимое влияние на нашу слаженную работу, получается, подразделений, а также других экстренных служб. И данные учения являются очень важной частью нашей работы, как минимум для совершенствования нашей профессиональной подготовки. По легенде, в обеденном зале произошло возгорание, сопровождавшееся сильным задымлением. После срабатывания автоматической пожарной сигнализации к месту происшествия прибыли специалисты Грозненского гарнизона пожарной охраны МЧС России. Спасатели оперативно начали подготовку по устранению происшествия. Из-за сильного задымления несколько человек не смогли самостоятельно покинуть опасную зону. Они были спасены звеньями газодымозащитной службы с помощью специальных устройств. Одним из них был комплекс «Маяк спасателя», который используется для поиска и обнаружения людей, утративших возможность самостоятельного движения в зоне чрезвычайного происшествия. Это особенно актуально при тушении пожаров, работе в задымленных помещениях или при угрозе обрушения конструкций. Учение в школах является одним из элементов комплексной подготовки к новому учебному году. До 1 сентября планируется проведение комиссионных проверок, в том числе на предмет соответствия пожарной безопасности. Задействованные службы приняли меры по недопущению распространения огня. Вскоре условный пожар был ликвидирован. Учения прошли на высоком профессиональном уровне. Все поставленные задачи вводные были выполнены в полном объеме. Полученный опыт будет использован для дальнейшего совершенствования противопожарной безопасности и на других объектах Чеченской Республики. В учениях были задействованы 12 единиц техники, 86 человек от МЧС. По завершении мероприятия спасателям еще раз объяснили главные алгоритмы по предотвращению чрезвычайной ситуации.
حق غلط شاوي ويتنا إيش ركع تصلمت شا وحكيت مت شن كل يربو نع أستابنا وش خينا حوين خينا خا بالله يج إكسترن شو صور أقشى بخور ويتحسي كنت حلق ناغن غقات ودو وتحسي كنت حلق كورنير ترنير أدم بير أرد وقت إيو عالشو وشينش Ахмед Рамазанов, Алисхан Кацулов, Адам Юнусов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном ветерану СВО передали новую машину с ручным управлением. Мероприятие прошло в рамках программы реабилитации, реализуемой при поддержке фонда «Защитники Отечества» в Чеченской Республике. На вручении присутствовали представители органов власти, фонда и военного братства. Инициатива стала возможной благодаря поправкам в Федеральный закон номер 181 о социальной защите инвалидов, принятым при участии Государственной Думы. После тяжелого ранения Тамерлан Мутаев не только не сдался, но и стал примером несгибаемой воли. Новый транспорт станет для него шагом к независимости и активной жизни. Это такая поддержка, которая необходима для повседневной жизни, да, передвигаться в магазин или куда-нибудь по своим делам ездить. То есть это у нас уже на сегодняшний день 6-й автомобиль, который мы предоставляем нашим участникам. И да, если будет такая необходимость, я надеюсь, что наши бойцы вернутся без увечий, без травм, то в любом случае у нас такая программа действует, и она оказывается в виде помощи нашим ветеранам, нашим защитникам Отечества. Допустим, нет возможности использовать это как обычный автомобиль, то, соответственно, инженерами предусмотрено, что человек с парной ампутацией без ног может управлять это именно вручную, то есть там предусмотрен рычаг, который может легко приспособить, да, и легко к нему привыкнуть. Это автомобиль имеет право получить люди с парной ампутацией нижних конечностей, также и люди, которые являются колясочниками, с проблемами опорно-двигательного аппарата. Соответственно, это участники, наши ветераны боевых действий и участники СВО. В республике продолжается борьба с опасным растением амброзии. В селении Алханкала прошла масштабная кампания по ее ликвидации. Этот карантинный сорняк представляет серьезную угрозу для аграрного сектора и вызывает тяжелые аллергические реакции у населения. Как проходила операция в сюжете Магомеда Азиева. Лето – это время радости и отдыха, но для людей, страдающих от аллергии, это период испытаний. Главный виновник – амброзия, коварный сорняк. В селении Алханкала Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора совместно с местными властями ведет активную борьбу с этим злостным растением. В данное время мы проводим мониторинг по покосу амброзии, так как сезон. И в этот сезон эти мероприятия должны проводиться регулярно до самого сентября-октября месяца включительно. Сезон амброзии начинается с апреля месяца по октябрь месяц. То есть цветение амброзии, особенно когда распускается пыльца, это сентябрь в конце августа, в сентябре. Поэтому нельзя допустить, чтобы эта амброзия выросла более чем от земли 20 сантиметров. То есть у него есть свои нормативы. Это самый вегетативный период, это самый опасный период. Несмотря на красивое название, амброзия представляет серьезную угрозу как для жизни человека, так и для экосистем в целом. Ее семена способны сохранять жизнедеятельность в почве до 40 лет, что делает борьбу с ней особенно сложной. Этот сорняк не только быстро подавляет рост сельскохозяйственных культур, но и иссушает почву и вытягивает питательные вещества. Несмотря на то, что существует масса методов борьбы с опасным карантинным сорняком, скашивание считается наиболее эффективным в границах населенного пункта. Амброзия имеет высокую степень регенерации, вследствие чего локализацию следует проводить до начала ее цветения. Наиболее опасная фаза начинается с появлением пыльцы в августе, которая разносится ветром на огромные расстояния, вызывая тяжелые аллергические реакции. В текущем году зафиксировано более 100 обращений в медицинские учреждения из-за аллергии на амброзию.
Под руководством Россельхознадзора работа по ликвидации амброзии ведется по всем фронтам. По инициативе ведомства правительство приняло комплексный план мероприятий по локализации и уничтожению опасного сорняка. Для эффективной координации созданы оперативные штабы при администрациях городов и районов, а межведомственная комиссия при Совете Безопасности курирует вопросы экологической безопасности, связанные с распространением амброзии. Это будет на дальнейшем здоровье наших людей сказываться. Я призываю всех проводить покос вот этих сорняков, особенно амброзии, на территории республики. На территории регионов в 2025 году запланированы мероприятия по выявлению и уничтожению амброзии на площади более 300 тысяч гектаров. В целях охраны здоровья населения приоритет отдан местам, представляющим исключительную опасность: жилым дворам, территориям предприятий, учебных и медицинских учреждений, а также торговых объектов. Магомед Азиев, Джабраил Хаджиев, Адам Юнусов. Вести, Чеченская Республика. Шахматы – это спорт без возрастных границ. В Шалинском районе на базе клиентской службы отделения Социального фонда России по Чеченской Республике состоялся завершающий этап шахматного турнира между Центрами общения старшего поколения Чеченской Республики и Республикой Ингушетия. Такие инициативы помогают людям зрелого возраста оставаться в социальном и интеллектуальном тонусе. Как прошли соревнования, смотрим в следующем сюжете. Шахматы – это игра всех возрастов, однако на сей раз в битве интеллектуалов сошлись игроки зрелых лет. На базе клиентской службы отделения Социального фонда России по субъекту Шалинского муниципального района прошел завершающий этап шахматного турнира между Центрами общения старшего поколения Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Мероприятие состоялось при содействии регионального отделения партии «Единая Россия». Такие события не только продвигают долголетие среди наших граждан старшего поколения. В данном случае по Российской Федерации это мы первые в данном случае, которые с межрегиональными центрами старшего поколения организовали такое мероприятие, и, соответственно, мы предлагаем и остальным регионам продвигать. Турнир прошел в дружеской атмосфере, в духе взаимного уважения и спортивного интереса. Участники продемонстрировали высокий класс, стратегическое мышление, искреннюю увлеченность игрой. По итогам соревнований лучшим стал Махмуд Аздоев, представляющий Ингушетию. Как признался шахматист, приглашение на встречу с увлекательными играми уже было большим успехом. Спасибо за то, что нас пригласили сюда из Назаранского района. Нам не часто в последнее время удается участвовать в межтурнирах с участием чеченских и ингушских шахматистов. Победителю и призерам были вручены денежные призы, а всем участникам ценные подарки и дипломы. Особую благодарность выразили главе региона Рамзану Кадырову, при поддержке которого реализуется широкий спектр мероприятий, направленных на социальную активность и благополучие людей пенсионного возраста. Турнир завершился неформальной беседой участников, в ходе которого были достигнуты договоренности о проведении новых встреч и расширении сотрудничества между центрами общения старшего поколения двух регионов. Турпа, Лолита Исумов и Шамсуди Джабраилов. Вести, Чеченская Республика. Стартовал один из самых масштабных трейловых забегов Северного Кавказа Итум-Кали. Из Грозного навстречу горным вершинам отправили 60 участников. Им предстоит преодолеть сотни километров по живописным маршрутам нескольких регионов, испытав свою выносливость на пределе возможностей. Это не просто соревнование, а настоящее путешествие через самые красивые ландшафты Кавказа. Кто готов к испытанию горными тропами, узнаем у Турпа Лолита Исумова. Люди с огромной мотивацией и спортивной закалкой прибыли в Грозный, чтобы принять участие в трейловом забеге Итум-Кали. Дистанция начинается от 5 километров, а еще есть участки протяженностью в 100, 160 и 400 километров. А эта задача не из легких. Для удобства необходимо специальное снаряжение. Средний вес такой сумки 15 килограмм. С таким грузом участники будут пробегать маршрут. Где-то бежать быстро, где-то медленно, а где-то пешком. В любом случае она включает все самое необходимое для того, чтобы не только поддерживать силы, но и оказать помощь себе и товарищам по забегу. Всего участвуют 60 человек. У всех только одна задача – добраться до финиша, пройдя свой маршрут, который будет проходить по горным участкам. Бабрак Ахтари уже много лет проживает в России, родом из Афганистана. Бег для него важное хобби, которому он уделяет свободное время. Его ожидает путь в 4
400 километров. Мне это очень нравится, понимаете, бегать. Я в прошлом году тоже участвовал. Меня, в принципе, за травму, конечно, меня сняли, потому что травма была, сняли вот до 400. В этом году я хорошо подготовился, в принципе, вот, и готов пробежать, подняться, спуститься это 400 километров. После брифинга команда бегунов отправилась в путь под красочный фейерверк. Прибыв в Итумкали, они прошли последний инструктаж перед стартом. Настроение бодрое, несмотря на позднее время. Удовольствие, именно жажда приключения, преодоления новых красивых мест, познакомиться с новыми людьми, обрести друзей, новых товарищей, соратников по бегу. Вот это все. Все в совокупности, короче. Вода, еда, сон и бег – это то, что ожидает людей, собравшихся с различных городов огромной страны. Главное для участников марафона – это предельная концентрация и работа сообща, чтобы никто не отстал. Они прибегают с такими глазами, их уже вообще ничем не удивить. Вот, так что то, что у них внутри остается после забега, это самый главный приз и сюрприз. Мы уже вот второй год здесь пробегаем, и можно пробегать. Позапрошлом году мы пробежали по Аргунскому ущелью, в этом году они на Галанчош убегают. Ну, то есть, как бы и здесь еще можно смотреть, бегать и бегать. Путь непрост. Крутые спуски, подъемы и легкое чувство тревоги. Но когда рядом опытные люди, волнение и страх проходят. Все-таки места без связи. Ну и плюс у меня опыт больше, чем у многих, кто будет, скорее всего, в хвосте оставаться. Какой у него шаг, какой взгляд, какое дыхание, как часто он останавливается. Все это со стороны видно. И при этом человек часто такое бывает, что он не осознает, что уже нужно остановиться, сойти, старается на морально-волевых двигаться дальше, но объективно нужно его снимать. Забег охватит несколько регионов Кавказа. Участники, экономя силы, пройдут километр за километром. Следующей локацией станет Республика Ингушетия. Турпа, Лолит Айсумов, Ислам Ибрагимов и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.